Следующий вопрос. Скажите, лучше пробежать правильно километр, либо неправильно 10 километров? Неправильно 10 убил себя все. Да? Конечно, здесь неправильный вопрос даже. Хоть правильно 10, неправильно 10, неправильно вообще. Я вот сказал, те вот двое, которые, они неправильно бегали, пульс. Это ладно, это умерли. Колени, 70% новичков убивает колени. 70, это большой процент. Больше только у баскетболистов вроде. Там у баскетболистов, у футболистов много вот колени. А это очень большой процент. Поэтому самое главное надо беречь колени, потому что они единственные. Потом могут искусственные только поставить. Но прежде чем искусственные поставить, надо, чтобы рентген сняли обязательно. Потому что могут сразу поставить искусственные. И надо постепенность. В беге, вообще тренировка, постепенность и постоянство. Если вы решили, может программу, начать, например, 800 метров, пробежались, разминка, потом заминка. Заминка – это растяжки. Растяжки ног и растяжка пояса, и вытяжки. Потому что во время бега позвоночник просаживается, надо вытягивать. И дальше день отдыхаете, следующий день, ну там можно там 1800, например, ну 1500. День отдыхаете, потом можно там 2200. И вот так добавлять не более 10% недельных. И плюс можно на неделе 2 задержаться на 2500, когда достигнете 2500. Потом переходить там на 5, тоже задержаться какое-то, чтобы организм привык, именно на пульсе. Потом до 7,5. Я считаю, если 3 раза в неделю бегать 7,5 километров, вы всегда будете здоровы. Это, то есть, идеал. Я учеников тренирую, и они у меня через 4 недели все бегут 10 километров. Но я учу, чтобы если 3 раза в неделю по 7,5, у них будет и сердце здоровое, суставы, и легкие, все будет здоровое. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Настрой. Нужен ли он для бегуна, хоть и новичок, хоть и профессионал? Какой настрой должен быть? О чем должен думать бегун? Так, ну, во-первых, для чего бежит, это ясно, человек у всех разные, там, в основном все хотят здоровье поправить, кто-то просто хочет там вес бросить, кто-то, у кого-то, у некоторых там спортивные результаты, то есть пробежать там 10, там полумарафон, марафон или Ironman. То есть зависит от цели и задачи. Если 7,5 поставил, это для просто чтобы быть в форме. А если хотите вес бросить, вы должны больше расстояния увеличивать. На расстоянии работать. Да, потому что. Но прислушаться к организму. И запомнить, что если вы пробежали, ну, если человек 20 бегает, хотя бы 3 раза в неделю, вес быстро уходит. Но аппетит увеличивается, организм не дурак. Бывает же нагулять аппетит, вы здесь набегали, и сдерживать себя будет труднее. Но зато вы можете есть хоть что, побольше есть, это естественно. Но есть люди, которые, и надо уметь прислушаться к организму. У меня был человек, который начал бегать и начал худеть сильно. И я когда его встретил, я говорю, все, хватит. Он по 20 бегал, уже начал это, в дистрофика превращаться. Я говорю, все, тебе уже, ты или обороты сбрасывай, или кушай нормально. Потому что кушать тоже надо правильно. Что организм не может. И в один день, хотя я ему несколько раз сказал, бросай, бросай. В один день у него 1 бицепс сейчас. В один день просто, вот вес же одинаково ходит.
А так все на месте, один бицепс в один день исчез, перестал бегать. Он сразу ко мне, я говорю, ну а что ты хотел? Тебе организм говорит, не дуркуй. А он все равно подсказки дает организм. Еще один был, он тоже начал бегать. И супруга его звонит с физкультурного, и он с физкультурного, и супруга с физкультурного. И она звонит, говорит, вот он же похудел, я сказал, я ему звоню, говорю, все, бросай. Сказали, что ты дистрофик. Он, нет, ну человеку нравится, если он худеет, ему нравится, и он не может остановиться. И начинается психологически, ему кажется, что он толстый. Уже, ну это как вот эти анорексия бывает. Ему худые, они говорят, ты худой, а для них кажется толстый. Поэтому они в барьер уходят. И он бегал. В один день он мне потом звонит, говорит, меня трясло. Я говорю, все, это тебе организм говорит, все, хватит дурковать. Он продолжил. В течение 3 дней у него лопатки с той стороны, на одной стороне все мышцы исчезли. А он волейболист. С одной стороны все мышцы исчезли. Сразу бросил. Сейчас у него там потихоньку зарастает, но это чтобы организм свое возьмет. И он всегда подсказывает, надо... Вы должны себя комфортно, вы пробежали, вы комфортно, поели комфортно. Питание должно, конечно, разнообразное, чтобы все... ну как, мы знаем, что в правильном питании есть все микро- макроэлементы, все витамины, все есть. Надо этот баланс просто найти и делать. А как нужно вообще в целом правильно питаться для бегуна? Так, ну это такой сложный вопрос. Я просто нашел, как это. Поэтому я ем все. Все, что супруга готовит, естественно. Но она знает, что рыбный день должен быть раз в неделю. И плюс разнообразие. Всегда у нас разнообразие. Все мы знаем хорошие продукты, плохие. Стараемся больше хороших, плохие тоже. Бывает и китайский суп возьмешь, если захочешь. Бывает и Макдональдс пойдешь, если дети скажут, пошли KFC. Пойдем, но это редко, но я не такой, что вот так прям все, никуда, ничего-то, и бывает и чипсы, редко. Но мы еще делаем батончики. То есть батончики это иммунитетные. Там 31 ингредиент, это в основном орехи, изюм, курага и орехов видов 7. Курага, изюм, и бананы сушеные, у нас сушилка есть. Это наподобие пасты Амосова. Есть такой академик. В советское время он делал пасту Амосова, в такой банке, курага, изюм, туда мед добавлял, еще что-то. И я вот с первого начал, как он делать, мне не понравилось, что липко, я мед убрал. Потом сделал в духовке, их начал делать, как батончики, чтобы таскать. А потом вообще в сушилку сделал, потому что в духовке они, макро-микроэлементы многие теряются. А сушка 70%, ну 70 градусов, она почти все оставляет. И в итоге, ну я делал на BI-марафон, если вы видели, на зимние марафоны вот эти батончики у меня, прям компании все закупали. А так, думаю все наладить, но для семьи всегда делаю батончики. Они лежат, это как конфеты, и там все есть. Они и сладкие, питательные, и почти все микро-макроэлементы есть. Поэтому у нас дома, ну, я лично никаких витаминов, БАДов не принимаю. Хорошо. Давайте перейдем к вашим, так скажем, рекордам, вашим достижениям. Скажите, как вы пришли к тому, что вы будете бежать по пустыне? Как вам пришла эта идея вообще? Ну, постепенно, ну как, я до этого установил 3 рекорда в беге. Там, например, 226 классических марафонов за год пробежал.
За Это год в книге- 226 Да, это в марафонов. книгу Гиннесса тогда вошло. Они сейчас все побиты, но тогда вошло. Или там за 15 дней 30 марафонов в день, по 2 марафона. Плюс выносливость у меня была, то есть одна из самых сильных в мире. Плюс я научился бегать 42 без воды. То есть я когда тренировался, постепенно воду убирал. Организм ко всему привыкает. Я научился бежать 42 километра без воды. А в день я бегал по 2 марафона, поэтому День по 2 марафона. да. Ага, скажите, вот как вы восстанавливались так быстро? Восстанавливался. Ну, естественно, это есть сон, отдых. Но он был 8 часов. То есть не слишком большой. И упражнения, гимнастика Амосова. Где-то 2-3 тысячи упражнений. То есть восстанавливался упражнениями. Ага. То есть вы пробежали, поспали, разомнулись, обратно побежали? Да, утром побежал и после обеда. То есть где-то в среднем 8-9 часов я только бегал каждый день. И Амосова делал где-то 3-4-5 тысяч упражнений еще. То есть это разбивать, например, чтобы быстрее восстанавливался. И в итоге получился, что неубиваемый. Это там методика специальная. Это не сразу, это постепенно. Я эту планку поднимал до этого. И я сразу сказал, если я этой планки добьюсь, то я установлю рекорды. И я это сделал. Я установил рекорды, а потом, когда я понял, что просто книгу почитал, там книжно зашел, и называется «Путешествие никогда не кончается», Роберт Дэвидсон. А до этого я был, много книг прочитал про пустыню, я даже писал известному врачу, это Волович, это самый известный врач СССР. И до этого писал еще Амосова. Ну, Амосов не отвечал, но самое главное, я с ним встретился, так поговорил потом. Случайно, вот такие случайности. А с Воловичем писал, он мне отвечал. И когда он по пустыне, я задавал вопросы, а вот так, а вот эти. Именно я писал, что я без воды бегу. И вот как в пустыне, что... И он мне свои опыты делился. Почему он самый лучший врач СССР? Во-первых, он военный. Во-первых, он экспериментировал. Самый лучший эксперимент – это когда на людях. Берут группы одинаковые и экспериментируют. Он, во-первых, делал программы для военных, тренировка, и в экстремальных условиях. Космонавтов тоже он тренировал. И если там Гагарин, Терешкова прилетали, первый, кто проверял, это был Волович, его бригада, то есть медицинская. И вот, например, про воду, например. Вот почему я мало воды пил, и я говорю, почему вот мой организм это привык, и как это повлияет. И вот сейчас, раньше воду вообще не продавали. В советское время не было такого, чтобы воду продавали. Продавали только газировку, такую минеральную. А здесь получилось, что сейчас воду продают, да? И считается это как бы обыкновенно. И даже говорят люди, пейте Воду. по 2,5 да, литра, пейте. Я сразу скажу, не пейте. Почему? Пейте, пока организм не просит воды. Нельзя заливать, вы себя гробите. Просто у меня есть врачи, которые многие обезвоживание человека. Как начинается обезвоживание человека? Человек, пустыня, вы понимаете, да, что он может обезвоживаться, когда воды нету. Но у нас обезвоживание происходит из-за того, что человек много воды пьет. Когда человек много воды пьет, например, говорят, шлаки берет. Ну, да, там были ли шлаки, нет, они, конечно, все уйдут с водой, если вы много пьете. Но уйдут еще микроэлементы, макроэлементы, соли, натрия, калия, магния. Если этих микроэлементов нету,
у человека начинается обезвоживание. То есть вы разрушаете водно-солевой баланс. Если он разрушился, все, у вас начинается обезвоживание. Вы никогда не напьетесь, если вы не поправляете там. Если, например, вы пьете там регидрон, содержите, вам надо постоянно, как в лаборатории, следить. Нельзя много пить. И организм знает, сколько вам надо. Вы же от голода не умираете. Почему? Потому что живот жрать. Если вы не будете о воде думать, но если он скажет, пошли попьем, вы попьете, это нормально. Организм сам у каждого индивидуальный. Если вы переборщите, вы себе навредите. Это однозначно. Потому что у меня вот таких людей, которые много пьют, на каждой тренировке, группе, обязательно один человек такой есть. Во-первых, они потеют сильно, они текут буквально, потому что у них потообменное вещество, водно-солевой баланс разрушен полностью. И куча болезней. У них и судороги начинаются, они начинают бежать, уже все. Нету магния, все, выделилось. Тот же натрий. Организм всегда надо просто прислушиваться. Почему я воду не пил? Я приучился. Потому что организм можно приучить, но он не умрет. То есть он начнет экономить воду. Даже процесс бега, почему я, например, могу бежать по 2 марафона? Потихоньку, везде постепенность и постоянство. Потихоньку организм получил стресс. Любая тренировка – это для организма стресс. Организм устал, он у нас неубиваемый, если его правильно пользоваться. Он анализирует, так, я что-то надышался сегодня, мышцы наработали, суставы устали, легкие устали, сердце устало, и он начинает укреплять. То есть появляются такие батарейки, митохондрии называются, вы знаете, да? Соответственно, их больше выносят. За счет этого мышцы укрепляются, суставы и так. И дальше начинается только в следующей тренировке, как бы готов, а вы следующий еще увеличите. И вот так идет база. И все равно где-то конец, я не знаю, где конец, но вот приблизительно вы должны это чувствовать. И вот вы уже натренировались, и уже организм такой сильный, что ему этой воды не надо. Вот даже я когда в 90-м году, 4-м, что ли, я в Америку полетел, 500-летие Америки, 7 дней, 7 марафонов. 7 дней. Каждый день по марафону неделю бежали. И когда стали, там каждый обеспечивает сам себя по горам там. И у всех были сумочки поясные с водой. И ко мне Джозеф Уолкс, организатор, подходит, меня нету. Это для батончиков, для воды. Он говорит, Марат, а что у тебя нету? Русский чуть знает. Я говорю, да не, мне не надо, я не кушаю, не пью. Он говорит, ты что, говорит, Кэмел, верблюд? Я говорю, наверное. И вот у меня кличка, у меня много вырезок журналов заграничных, и там написано Марат, и дальше Кэмел сказал, Кэмел сделал, то есть уже дальше говорили. То есть здесь вот это повлияло. И плюс книгу вот Робис Дэвидсон, когда она пересекла пустыню на верблюдах, вот, с 4 верблюдами, собака, она пересекла Большая Виктория, когда прочитала, все, я пересеку в Австралии эту пустыню. А это был 90-й год. Конечно, мне никогда никто не верил, если я что-то говорю. Я когда друзьям сказал, так, все, я через несколько лет побегу. Они говорят, нет. И тогда вывески, когда раньше про меня писали, всегда белая ворона, это чудаки украшают мир. Вот такие, под такими рубриками я всегда появлялся. И всегда я добивался всего, чего хотел. И когда я сказал, что все, сперва Каракуму, потом это, и все готовил сам. Поэтому я поехал, в первую очередь, это знание, то есть теория. Я изучал все в пустыне, то есть я все, что читал, я звонил всегда авторам, писал авторам письма. Вот книгу берешь, там раз, типография такая-то, например, «Молодая гвардия», это пишешь туда автору книги, такому-то, такому-то, и как-то доходило до адресанта. И некоторые отвечали. Потому что раньше очень было мало информации такой. И в итоге, плюс я ездил на все соревнования по марафонам, по СССР.
и Прибалтика, и Украина, Московский международный, везде ездил, всех тренеров знал, всех спортсменов, информацией обменивались. Я старался больше, чем ты больше знаешь, тем лучше. И ты применяешь уже, смотришь, это пойдет, не пойдет. И вот, потом я подал заявку в книгу Гиннесса. Это сейчас легко подать. А раньше надо было письмо писать в Лондон, надо было сперва найти этот адрес, потом написать, потом найти переводчика, тогда переводчика очень сложно. И месяц туда письмо шло, месяц назад, и в итоге все это получилось. Заявку приняли, мы утвердили, и вот так первую пустыню я оформил и пробежал на свои деньги полностью. Спасибо. Заключительный вопрос, так скажем, завершим наше интервью полезное. Советы от вас, с чего нужно начинать, как правильно начинать, так скажем, новичкам, чтобы быть физически активным? Ну, самое опасное – это диван. Однозначно, я скажу, у меня люди есть, которые признаются, что он курит. Но они могут бежать, они курят, но могут марафон пробежать. 42 километра могут. Не все бросают, но я говорю, могут. Ну, как, естественно, когда он бежит, не курит. Но он может пробежать и это. И я же в возрасте, да, я сразу скажу, кто вот коронавирус умер, были диванники. Ни куряги, ни алкаши, диванники. Тоже куряга, алкаш, он куда-то пешком ходит, на работу ходит, это, видно, влияет. Кто на улице работает, у них иммунитет мощный. Если возьмите там строители, это, кто там, дворники, у них будет мощный иммунитет. И именно, я скажу, вот моего возраста, кто есть знакомых, все, они как бы здоровый образ, не пили, не курили. Ну так получается, не знаю как. Но они были диванники, они не двигались. Были офисники, чисто вот такие. Дома сидели, или вот работа кончилась, на пенсию ушли, все, сели, все. Потом движение это жизнь, это однозначно. И многие врачи это говорят именно про коронавирус, что именно надо двигаться побольше. И я рад, я вижу, вот так выйду так утром, парки, это, все забито, люди поняли, что надо двигаться. И если вы решили спортом заниматься, что более полезно, это циклические виды спорта. Все равно, как ни крути, это вело, плавание, там, лыжи, бег. Но бег самый доступный, потому что не надо стадионов, ничего не надо, там кроссовки взял, некоторые даже босиком здесь бегают. Но в любом виде спорта нужен тренер, хотя бы на месяц-два. Это обязательно, потому что вы наломаете дров, вы можете навредить. Пошли на плавание, возьмите тренера. Пошли, даже на велик надо взять все равно тренера. На лыжи тренера. Бег тоже. Хотя некоторые думают, ну зачем это? Но послушайте, это бег, это тоже лекарство. Можно его переборщить. То есть можно вылечиться, быть здоровым и неубиваемым, а можно убить себя. Или какие-то там суставы, сердце, позвоночник тоже опасно. Ну же, благодарим вас. Еще раз спасибо, что приняли участие в нашем проекте, то, что поддержали, за вашу полезную информацию, за хорошую беседу благодарим. Ну и, уважаемые зрители, уважаемые дамы и господа, еще раз напомню, сегодня у нас в гостях легендарный человек, великий марафонец Ажламбаев Марат Тулюгенович. Рахмет.